В Якутии введен режим повышенной готовности. Все службы действуют в рамках подписанного накануне главой Якутии Айсеном Николаевым указа. По его словам, выявлен один больной, предположительно с коронавирусом. Это подтвердят или опровергнут результаты анализа из Новосибирска. До конца сегодняшнего дня станет известно. Предварительно наши медики подтвердили COVID-19 у гендиректора ЕТЭК. Согласно анализам, результат положительный. Лица, контактировавшие с ним, обследованы. Их результаты отрицательные, но полностью исключить диагноз можно будет только через 10 дней. Пока симптомов у контактировавших нет, компания ЕТЭК переведена на удаленную работу. Также хотел бы сказать, что в соцсетях мне тоже пишут, каким же рейсом они прилетели и так далее. На сегодняшний момент Роспотребнадзором ведется работа с пассажирами, которые прилетели бизнес-классом 11 марта сюда, в Якутск, рейсом Аэрофлота из Москвы, которым прилетел данный руководитель ЕТЭКа. Лица известны, так сейчас уже устанавливаются их контакты. Если они сейчас это видят, я просил бы их тоже обратиться в управление Роспотребнадзора, в первую очередь для их собственной безопасности и безопасности их близких. И так как под подозрением находится супруга, которая тоже сдала анализы, но они у нее сейчас, еще раз хочу сказать, отрицательные. Все-таки будет проводиться дополнительная проверка по лицам, которые летели в бизнес-классе S7. Их там 2 человека, в принципе, поэтому вопросов там серьезных никаких нет. Также глава сообщил, что межулусные перевозки продолжаются. Отметим, что с сегодняшнего дня во всех школах республики до 27 марта объявлены каникулы. Также Айсен Николаев подчеркнул, что оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в Якутии, который действует с февраля месяца, переведен в круглосуточный режим работы. Кроме этого, работает горячая линия для граждан по номеру 8 800 114 03. Для работодателей, конечно, очень важно, если есть возможность, своих работников на удаленную форму работы переводить. Я такое поручение дал по государственным органам власти, муниципальные органы власти тоже такое поручение получили, по федеральным органам власти это сейчас повсеместно тоже вводится. При этом заработная плата у людей сохраняется. И хочу сказать, опять же, возвращаясь к тем, кто сейчас переходит в режим самоизоляции, никоим образом не надо самим пытаться пойти в больницу, сидеть в очереди, сдавать анализы. Звонок на горячую линию управления Роспотребнадзора по республике или Минздрава по республике, и к вам обязательно приедут, на месте у вас возьмут эти анализы. Поэтому здесь все очень четко прописано, и выдача, опять же, больничных листов тоже будет проводиться дистанционно.